Приветствую, комрады! Ну чё, на коп приехал я, да? Думаете, на ночной заехал? А неправда. Нету здесь никакого ночного копа. А так приехал на коп. Да, находки у меня были. Замечательные находки были. И вот я здесь застрял. Вот, тутошки. И далее машинка. И сижу я здесь, зависаю. Не могу вылезти. Позвал скорую помощь, буду ждать. Думал, вот знал, что здесь это мокро, знал, что грязь. Вчера тоже я здесь застрял. Где-то здесь, по-моему, где-то здесь было, что я застрял, но я вылез. А сегодня, думаю, чуть-чуть назад заеду и поверну туда, на дорогу. А нет, сел. И крутил, и сел еще больше. Вот. Не выехать. Вот такие дела. Такое поле у меня чудесное здесь. Поле чудес я его называю. Очень много находок. Вон там. Сейчас. Видите? Подождем. Сейчас вот мигает лампа на столбе. Вот там где-то во время оккупации англичанами Франции был такой замок. Вот и сейчас он есть. Там вдали есть. Вот. И там идет. Оттуда и идет все это движение. А я вот в поле ночую. Вот тачанка с юга застряла. Сел вроде бы плотно до коробки. Да, и вот фонарик вам мой продемонстрирую. Видите, какая дальность? Неплохо. Находочки у меня, находочки. Что так тихо? Не то, что тихо, глухо здесь, как в танке. Не слышно меня, да? Видать, голодные. Микрофон, видимо, в другой. Вот здесь микрофон у меня, да. Застрял, говорю, застрял. Вот. Вроде не тяжелая машинка, но не выходит. Не подводила она меня никогда, но здесь пришлось мне буксовать. Такие дела. Находки покажу. Были же у меня и находки. Вообще-то я не думал видео делать. Ну, так. Что у нас здесь есть? Так, здесь у нас пыль, да. Сейчас. То, что здесь, это нам уже не нужно. Находки, они побольше. Монеты здесь были еще. Так, вот они, монеты. Наполеончики. Еще какая-то монетка. Сломанная монета. Одним словом, очень много здесь находок. Очень много находок. Но находки эпохи империи. Нету таких древних монет, не находил я пока что. Вот. 40-х годов. Еще что? Вот это империя, Наполеон III.
Вот этот период. А так не находил. Ничего не было. А что слышимость как сейчас идет? Так, фонарик вот мощный, да? Можно вот еще. И вот так можно. И сяк можно. Вот. Нормально. Нормально, раз, нормально. Вот такие дела. Сейчас соседи, наверное, тут в панике. Что этот дядя тут целыми днями ходит? И ночью ходит, и днем он ходит. Все по кругу, по цепи кругом. Налево пойдет, песнь заводит, направо сказки говорит. Вот такая лопата у меня мощнейшая. Уже год как ее использую. Вот, очень хорошая лопата. Мощнейшая, да. Как танк. Правда, не выкопал я. Машинка у меня боевая. Чисто рабочая машина. Так, спальный мешок. Что у нас тут? Хавчик был, я уже его сожрал. Так, грязь. Тут все бардак устроил весь. Дождевики. Это тут у нас написано ассуранс, да, против всякого риска. Вот такой ассуранс у меня против всякого риска есть. Вот еще одна лопата. Масло. Ну и конечно, что у меня здесь? Это все металлические штучки, что я с полей нахожу. Я их закидываю вот этот мешок, выкидываю. Короче, весь комплект. Вот. Такие дела, комрады. Ну чё, какие советы? Как нам выехать из этой ситуации? Только буксир, да? Только буксиром. Я тоже так думаю. Только буксиром. Это ж надо где-то в полях, неизвестно где, во Франции застрять. Да. Вопросов нету. Никто ничего не пишет. Вчера как раз смотрел видео. Так, как же канал этой девушки называется? Ставрополе, по-моему, да. Вот, как раз писал, что я тоже застрял в поле. Но она с мужем была, они-то выехали. Вот, а я сейчас тоже подмогу позвал. Будем стараться выехать. Вот так. Завтра снова приду. Привет, Марина. Застрял я здесь, застрял. Зависаю. Домой уехать ему, уже 2 часа здесь сижу. Дома трос найти, этот, не знаю, найти. Или мне кажется, только я смотрю. Буксир найти не могут. Так-то давно бы меня вытащили. Сейчас в магазин поедут, купят. Хотя можно и 3 человека толкнут эту машинку. Если, конечно, на дно не сел. Скорее всего, толкнем, сможем. Ничего. И как теперь быть? Скорую помощь вызвал. Сейчас подъедут. Должны подъехать. Думаю, не бросят меня в поле этом. На поле чудес.
Травка зеленеет, солнышко блестит. Вот школьные вот эти, как есть, стихи начал вспоминать в часы печали. Так, мне что, лампочку? Так, вот так надо. Вот поэтому к таким ситуациям надо быть готовым. Салам алейкум, можешь подкапывать спереди ведущие колеса. Алейкум салам. Да я уже подкапывал, он уже, видишь, сел вообще. Я подкапывал, он на дно сел, не может он выехать. Раскачки нету. Я подкапывал, не идет, видишь. А здесь уже это самое, как бы щебенка. Арку тоже грязь или это одно место такое. Вот тут идет дорога, вот она, дорога идет. А я на обочину, чтобы развернуться, заехал. Знал, что там грязи. Думал, передними колесами на дороге останусь. А нет. Чуть-чуть сошел и оп, сел. Сколько там? 20 сантиметров сошел с дороги и сел. Вот так вот, братва, копатели. Вот так. Был бы еще кто-то со мной, мы толкнули бы машинку. Она же легкая. Со злости можно было и поднять. Шакалы там пищат, ноют, орут. Страшно уже. Ужас. Вот такие дела. Я тут деревяшки подкинул. Вот. И все равно. Ну тогда разозлись. Разозлиться-то можно, только селенок нету. Столько селенок нету. Сегодня я что-то добрый. У меня находок много, поэтому я добрый. А он поезд поехал. Да, видно, нет? Видно, но не понятно, что это поезд. Вот чудеса техники, да? Где-то вы, где-то я, и уже известно, где кто-то застрял в поле. Да, лет 20-30 назад скажи нам такое, и не поверили бы. Да. Эпоха технологий, так говорят. Двигаемся вперед. Вот такие дела, комрады. Думаю, выйду скоро. Копать понту вроде нету, или кто как думает. Сообщение от братвы. Фонарик неплохой. Или батарея села, не знаю. Что-то... Да, батарея садится. Надо тоже подзарядить. И телефон надо подзарядить. Окей, комрады, я погнал. Не буду вас отвлекать. Буду держать в курсе событий. Окей, всем удачи. Ассаламу алейкум.